Император Петр I, Полтавская битва, офицеры, проигравшие в ней шведской армии, Наровчатовский уезд Пензенской губернии, Илья Николаевич Ульянов, отец Ленина, Николай Гаврилович Чернышевский, идеолог русского революционного движения, и Дюбся, маленькая селеница, затерявшаяся в якутской глуши с лютыми 60-градусными морозами. Что же связывает Дюбся и Швецию, спросите вы? А вот что. После поражения шведской армии под Полтавой в 1709 году и череды военных неудач в Швеции назревал военный переворот. Его целью было свержение абсолютной власти Карла XII и заключение мира с Россией. Заговор был раскрыт, и шведские офицеры, сбежавшие из страны, среди которых был Густав Странден, поступили на службу к Петру I. Впоследствии император признал их дворянские титулы и наделил землей в городе Наровчат, в бывшем одном из главных городов Монгольской империи Улуса-Джучи Мокши, позже названном городом Наровчат, ныне Пензенской области. Приняв православную веру, Густав Странден женился на русской девушке и зажил в своем поместье в достатке и покое. Но, как говорится, в копне сена огня не скроешь. Прошло время, и его внук Николай Странден, будучи студентом Московского университета, вступил в тайный кружок ишутинцев, готовящих крестьянскую революцию. Вскоре, как известно, один из членов революционного кружка, Дмитрий Каракозов, совершил покушение на царя Александра II и был казнен. Остальных революционеров, обвиняемых в соучастии, отправили на каторжные работы в Забайкальские рудники. Там они встретились со своим кумиром, идеологом революционного движения Николаем Чернышевским. После 5 лет каторги на рудниках в 1871 году молодых, с пылающим взором и горящим сердцем людей Николая Страндена, Петра Ермолова и Дмитрия Юрасова отправили в далекую Якутию, в Дюбся. Николая Чернышевского сослали в Вилюйск. Нашу родню все звали Страндены. Моя мать, Харитина Прокопьевна, написала как-то письмо в газету «Молодой коммунист» и спросила о 3 детях Странденов, уехавших с отцом Полицильным. В ответ Готовцев Михаил Николаевич из Тандинского музея передал нам адреса коллег-музейщиков в Пензе и Саратове. Так мы нашли их, начали переписываться. Письма от них приходили беспрестанно. Каждое письмо заканчивалось теплыми словами: «Целуем, всего хорошего, мы ждем вас». В 1980 году, с надеждой на столь же приветливую встречу, я решилась ехать со своей 10-летней дочкой и 6-летним сыном в Саратов. С порта по адресу добрались на такси. За дверью послышался голос пожилой женщины. Я спросила: «Ирина Никитична, где живет Дадик?» «Да», раздался радостный возглас, и дверь открылась. Нас приняли очень радушно, чуть ли не на руках носили. Общаться в основном помогала дочка Айта. Каждый вечер они выходили с бабушкой Ириной Иннокентьевной во двор посидеть на лавочке. Вокруг них собирались все соседи по дому и расспрашивали Айту про Якутию. Удивлялись, как можно там жить, перенося такие холода. Учителем у Страндена, Юрасова и Ермолова оказался Илья Николаевич Ульянов, отец Владимира Ильича Ленина. Мы побывали потом в его музее в Пензе, где нас встретили и приняли очень радушно и тепло. Нам даже разрешили посидеть в кресле Ильи Николаевича. Попили вместе чаю, поговорили волю от души совсем по-нашему, по-якутски. С тех пор мы стали переписываться с ними. Эсэх в дюбсинском наследии Усть-Алданского улуса, посвященный Николаю Павловичу Страндену.
Николай Павлович Странден прожил в Дюбся 12 лет. Женился на славящейся особой чистоплотностью женщине Парасковье Федотовне Рожиной, которая родила от него 5 детей. Научил местных выращивать хлеб, разводить свиней, сажать огород. Учил грамоте якутских детей по методике своего учителя Ильи Николаевича Ульянова. Для особо прилежных и способных учеников, таких как Кюльмнюр, добился продолжения учебы в Якутске. Василий Никифоров Кюльмнюр стал впоследствии лидером первой якутской интеллигенции. В те времена женщинам-инородцам не разрешалось венчаться с арестантом, потому жили они невенчанные, и все дети пошли по фамилии матери Рожины. В мае 1883 года был издан манифест Александра III по случаю его коронования. Помилованный Николай Странден, забрав с собой 3 детей, отправился в родную Пензу. Старшую дочь Анастасию и новорожденного сына Егора оставил их матери Парасковье. Сейчас от его оставшихся здесь 2 детей всего около 400 потомков. Все выросли в своего предка, трудолюбивыми и даровитыми людьми. Кровь есть кровь. О, эбахотуном! Босқа-баста бұрдыр-дүркін бокуер сүйекта, сақа борыңран қайкелен хиннігітгеріңе сүкта көрді тұрабын. Сәнем қатан тәмерия, аттығабын көрдіхабын, бұ әнімнігер тұра жөндікі күйі қараққынан көр, дұрда қаққа болы тұр. Класкар сахыар, етігілен өгей, қайгар қалба. Туско, орта тұрудайды жаллақ дүгей варғатығар, олақ сұян тоғырый бүткәк сүттен тәйіннәк, көміскәстәк саналақ күн өркен ұстара, ұран қай сақа жуардары. Әлләй батыр әбіт кәскілін, онкулла бүт солын саман сайын салаллыйта, үкәр куяс түхіті тоғайдақ сәлені тұрғырдар, арағас кәшірай ғыратар, сөлөгөй түхілгені тардар, веріләқ күмміт үйні. Селләқ өйгіліні, кәтақтақ бет болын, тоғыстым тұрғылақ чаран айығы, Жоғыттақ бұд болын, албана күтін, ататақ бұд болын, жоғын сұрақ күтін, ұрыдатақ бұд болын. Кәтедейләқ сағалақ ұртты тұруан едойды бар, ухан төнен ұран қайсақалар, өпсін сірін жанлара, үтік маны кәхебет, бұғараманы, үхеғар, ұрой тоско, айқал мечел. Вернувшись в Пензу, Николай Павлович с большим трудом, но добился присвоения 3 детям своей фамилии Странден. Затем, выполняя данное обещание оставшимся в Якутии жене и детям, отправил запрос на их выезд в Пензу. Но к тому времени житель Дюбся Филипп Рожин уже взял Парасковью в жены и растил ее детей как родных. Среди дюбсюнцев ходили слухи, что благодаря его подношениям председателю земской управы на запрос от Страндена тот дал ответ, что дети представились, умерли. В этом проявилось традиционное отношение малочисленного народа Саха к детям, как к продолжению жизни рода. Он записал детей Полицильного на свою фамилию. Представляете, если бы требование по тому запросу было исполнено, то сейчас почти половины жителей нынешнего Дюбся просто не было. В поисках сведений о детях Страндена, которых он увез с собой, мы отправились в Красноярский край.
Дети, уехавшие с отцом, тоже стали достойными людьми. Все трое получили хорошее образование. Дочь Марта окончила консерваторию и вышла замуж за художника Валентина Волкова. В 1898 году Илья Репин создал ее портрет. Сын Марты, Анатолий, добился признания как народный художник Белоруссии. Сыновья Иннокентий и Сергей стали инженерами. Иннокентий Николаевич, участник русско-японской войны, работал на водном транспорте, а Сергей Николаевич возглавил крупный Березняковский содовый завод. Делегат всесоюзных партийных съездов, был награжден орденом Ленина. Внук Сергея Николаевича, Владимир Ефимович, стал федеральным судьей, и в его семье нас встретили тепло и радушно. Сибирь – это, так сказать, кладовая запасов России. Это здесь просто неимоверное богатство. Которые не принадлежат нам. Мы находимся на смотровой площадке «Царь-Рыба», которая посвящена памяти Виктора Петровича Астафьева. И отсюда прекрасно виден Дивногорск. Вот там вдали сделали прекрасную ландшафтную зону на берегу Енисея. Енисей – самая полноводная река России. В нашем городе нету водоматов, то есть продажа питьевой воды на разлив. То, что течет из водопровода, это чистейшая питьевая вода. И очень много рыбы. Тугун, таймень, стерлядь, осетр, нельма, муксун, енисейский омуль, чир, сик. Я уже не говорю, что щуки, ельцы, окуня, хариус. Восточная Сибирь – это оазис России, в которой во все времена было благополучие. Будем надеяться, что оно и будет продолжаться. Енисейск – старинный русский город. Был основан в 1619 году на левом берегу реки Енисей, откуда открывалась дорога к освоению России земель Восточной Сибири. Сейчас это старинный, очень красивый город с богатой историей, с красивыми церквями и 180 тысячами жителей. Вы вышли в платье цвета фиолет, в манто и удивительном коле. Я к вам спешил, проделал 300 лет. Я бросил все, отправившись в вояж. Забыл пальто, цилиндры, саквояж. Истратил 1000 франков на такси, чтобы сказать вам, живу за Люси. Вы приподняли медленно лорнет, вы побледнели. Это вы, Корнет? А сколько зим и сколько долгих лет храню я ваш прощальный амулет. Вот вам рука, идемте в казино, там плещется янтарное вино. Надеюсь, вы танцуете фокстрот, и в остальном, надеюсь, вы все то же. Жотем, Симон, припомни старый рижский пансион. Жотем, Люси, и лунный свет Клода Дебюсси. Затем искрился дымчатый хрусталь, во мраке наши встретились уста, и привкус на губах вина бордо. И слово непонятное «пардон» я прошептал в волнении Люси. О чем захочешь, ты меня проси. И ты вздохнула. По душе, торше. Я сказал, пожалуйста, Маше, но я не плачу и не рыдаю. Инженеру Сергею Николаевичу Страндану от товарищей по Донсоде, 1925 год. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, mes crémons de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence,
cette des silences, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir. Mes cris montent de désespoir, me tombe la neige, impassible manège. La 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 Чтобы вас всегда окружали интересные люди, интересные события вокруг вас. Да. Если их будет вам мало, нужно находить. Близкие, родные всегда, чтобы были. Династия местная началась, когда прадедушка для отбывания каторги был направлен в Якутию. И в настоящее время насчитывает несколько сотен человек. У всех по-разному сложилась судьба. Вот я, например, очень рад приезду родственников наших. Ну, а жизнь прошла почти вся в этом маленьком городке, который стал нашей второй родиной. Родилась семья, дети, внуки. А какие легенды были у вас в семье, в потомках Страндена? Ну, были совсем другие законы Вы по отцовской линии, да? по матери. Но они с отцом вместе воевали, на фронте были. Он был командиром роты, она с сержантом. А после войны поженились. Она по фамилии сначала была Странден. Да, нет, она странной осталась. Она фамилию не меняла. Как ее зовут? Зоя Сергеевна. И как они познакомились? На фронте они были, он был командиром роты, а она в роте была сержантом. Пиджак это моего отца. Он был в звании Капитан. капитан медицинской службы, да? Вместе с матерью пешком прошли до Берлина. 3 боевых ордена. Да. И орден это трудового красного знамени, да? Знак почета. Еще, Знак почета. Потом этих два этих Отечественной войны, еще два, как юбилейные. Заслуженный врач РСФСР. После переезда из Якутии Странден где заселился? Про него я плохо знаю, говорю, тогда это все было скрыто. Мама, я на всю жизнь запомнил, в газете «Правда» была заметка, что вроде там он царя ударил или что-то такого. Она говорит, выкинуть эту газету, говорит, из дома, то неизвестно, что подумают на меня. Дочка кого? Сергея Николаевича. Дедушка был техническим директором Содового комбината. Это жена Сергея Николаевича, Анна Карловна Странде. Огромным предприятием командовал. Десятки тысяч рабочих. Березняковский содовый комбинат. Ну, это первенцы пятилетки были 20-е годы. 2 высших образования получил с отличием. Он инженер. Ну да. Дедушка в каком году покинул? 63 года ему было. А он где похоронен? В Канске, 240 километров от Красноярска. Так получилось, что вы попали в Сибирь. Ну как вот, переехали в Канск. Вместе с отцом или с дедушкой, или как? Ну, нет, дедушку потом года через 3 с бабушкой мама привезла в Канск. Переехали. Откуда? Жили в Чернигове, последний год мы жили в Славянске. И вот направили в Сибирь, получается. Главным врачом санэпидстанции. Ваш папа Крейн. Да. Откуда фамилия такая? С Украины, но после войны они перебрались в Канск. Ну, несколько лет там жили. Запомнил с 1 класса, что это бабушка, фамилия в газете «Правда», то тогда, если там прописали, то все. Бабушка была, ну, тоже, видать, была не из простых. Как рассказывала, Шаляпин приехал к ним в Ригу, он отказался выступать, ее поручили разбираться. А потом, как она оказалась в Москве и на Урале, непонятно. Но об этом они молчали. Бабушка откуда? С Риги, латышка. Ваш папа тоже был медиком, мама тоже? Ну, мама образования не было, отец был врачом, он командиром санитарной роты служил. Когда вам было 7 лет, вы переехали с семьей Да, сюда. да. А вас сколько человек было в семье? 3. Трое. Сейчас никого не осталось уже. А вы кто по образованию? Юрист. Ну, это
У меня судейская мантия, символ судебной власти. Сохранилась до сих пор. Пусть висит, есть не просит. Православная Русь, городами богата. Есть один городок на широкой реке, весь в узорах резных и церковных нарядах. В тишине робкой улиц Черемух хмельных, здесь узоры скромны и морозы суровые. Монастырь относится к середине 17 столетия. Его основал Тимофей, пришедший сюда для уединенной молитвенной жизни. И уже с основания обители со временем пошел и сам город Енисейск. В монастырь к нам прибегает очень много паломников за помощью в своих скорбях, душевных недугах, за утешением. В последние годы паломников стало еще больше. Со всех уголков страны и даже из зарубежья к нам прибывают, как правило, по Енисею в сезон для того, чтобы приобщиться к нашей вот такой молитвенной жизни. Говорят, пожар был 1800. Пожар был и не один, да. Енисейск переживал несколько пожаров. Действительно, первый храм и все постройки монастырские были деревянными. И уже после были возведены каменные стены. То есть деревянный храм, он был основан, конечно, раньше, чем середина 17 столетия. В каменном виде он с какого времени 17 начал? 1641 год, его вот основание. Храм также претерпел разрушение, он был разорен. Было запустение, было видно небо через крышу. С 91 года игумен Мефодий, ныне уже почивший, принял свое послушание по восстановлению обители. И на ликах святых потаенная грусть, величаво встают енисейские зори, с тополей разлетается ласковый путь. Пусть бушует метель, хлещут ливни шальные, я не Настя лихого совсем не боюсь. По душе мне Сибири цветы луговые, так цвети же, Енисейск, прославляй нашу Русь. Я очень благодарна судьбе, что я стала родственницей Зои Сергеевны Крейн Странден. Я когда пришла в эту семью, мы познакомились с Зоей Сергеевной. Она была уважаемым человеком, работала в райкоме партии, возглавляла отдел сектор учета и статистики. Красивая женщина, видная очень, спокойная, выдержанная. Потом только я узнала, что она была на войне. Хочу обратить внимание вот на эту фотографию. И Зоя Сергеевна молоденькая совсем. И родилась, когда у нас Зоя. Я обратила внимание, что ребенок очень сильно похож на Зою Сергеевну. Это такая интересная справка. Старшая медсестра Странден Зоя Сергеевна была ранена с установленным диагнозом слепое осколочное ранение в области живота. От эвакуации в госпитале отказалась. Находилась на излечении старший врач Крейн. И вот потом они впоследствии стали мужем и женой. Всю войну прошли вместе и поженились. Появилось 3 детей: Виктор, Ольга и Володя, мой муж. Я родилась и выросла на Колыме, в Ягоднинском районе. А потом папу перевели, мы там вот были на Плесках. Это были, сначала была Хевкандья, потом был Мальдяк, потом мы папу перевели с Мальдяка, организовался Приск Семилетка, и назывался он Глухариный, вообще-то так. Это был уже Среднеканский район. Тоже было очень хорошие года жизни. Магаданская область. Да. Вспоминаю, как мы жили в интернате. У нас школа была 4 класса. С 5 класса все учились в интернате. В Сусумане. С благодарностью вспоминаю наших учителей, воспитателей. Какие дети были? В интернате жили все. И народов севера, ну и русские. Русские назывались все. И еврей, и армянин, и грузин. Помню, чтобы там кто-то кого-то обижал, такой дикости не было. Учителя были, ну, самые лучшие, наверное. Самые лучшие. Я учитель. Я всегда радуюсь за себя, что я хотела быть учителем. И была мечта быть учителем, выучиться и все. Я окончила историко-филологический факультет в Иркутске.
и имела возможность, когда было не сильно хорошо жить материально, я могла преподавать свой любимый предмет русский литература, историю проводила в вечерней школе. Я благодарна судьбе. Я просто благодарна, что я вот... Я говорю, у меня даже в мыслях не было никогда быть на другом поприще. Мне нравилось в школе. Мне в радость. И в походы ходили, и устраивали пикники. Говорили, что обязательно приедете учительствовать. Очень была довольна, что я вернулась на крайний север. Работала на прииске Глухарины, это 7-летка. Все праздники проходили на приисках, это в клубе. Уж там действительно все было интернационально. Я помню некоторые блюда, которые там были, это запоминается с детства. Каждый готовить хотел на праздник свое какое-то чуть-чуть. И так вот я знала, что есть такие литовские эти цепелинаи делали. Также, которые вот эти местные, это мы научили все есть строганину. Якуты были, да? А как же? По-русски все говорили. А оказывается, они были не якуты. Вот я запомнила одного Кенгельпекеля, Толю. Если он сейчас услышит где-нибудь. Кенгельпекель Анатолий. Соловьевых было много. Какие года? Я училась в интернате с 5 класса. Это был 58 год. В нашем Сусумане вышли такие все интересные люди, которые добились огромных высот. Стали учеными. Я простой рядовой советский учитель. Поженились мы в 1979 году. В 1979 году родился наш сын Сергей. Разносторонне развит ребенок. Он закончил музыкальную школу по классу гитара. Учился он в Иркутске, институт МВД, отделение пожарной безопасности. Сережа маленький. Наш сын Саша родился в 1986 году. Дети Зои Сергеевны. Вот Витя, Оля и Володя. А это мальчик у них из родни. Дедушка с бабушкой. И это вот Зоя, выпускница. А это Ева. Зоя закончила хореографическую школу, закончила художественную школу. Мы с маленькими детьми, Сережа и Саша, их видно, да? Зоя Сергеевна с внуками. Сашины дети, это старший сын Артем. А это дочь Лиза его. Это Лиза. А это вот тоже видно, это Оля. Сашины дети. Дети Сашины. Это, конечно, профессионал фотографировал. Они с Сережей оба закончили музыкальную школу. Они выступали везде. А Саша был маленький, отфотографировали в Джеке Ефимович. Это вот Саша. Вот сын Саша, он где вот в том же офисе же, где. Вот он. Родственники через музей разыскали Зою Сергеевну и приехали в город Канск. И вот тогда завязалась эта переписка. Мария, сестра, 42 года, и Дима, 5 лет. Тетя Александра, внучка тети, стоят. Петя, Айта. В знак встречи потомков Николая Павловича Страндена через столетие. Канск, Алекминск, июль 1979 год. Образованные, культурные. И с такой вот, ну, знаете, трепетностью рассказали все. Конечно, были все в восторге. Зоя Сергеевна за все эти годы бережно хранила все вот эти рассказы, сохраненные фотографии. Обратите внимание на почерк. Вот Зоя Сергеевна был почерк каллиграфический. Фотографии соратников Николая Павловича. Личность капитана, старшего врача медслужбы Крен Ефим Аронович. Да. Заверяю, начальник штаба 902-го стрелкового полка майор Ладовщик. Фотография у стен Рейхстага. Здесь сидит Зоя Сергеевна и Ефим Аронович рядышком, молодые, май 45-го года. На здании санэпидстанции города Канска была установлена памятная доска. К Дню Победы была сделана такая огромная большая фотография. Участники войны, врачи, которые вернулись, медики в город Канск. Это Ефим Аронович здесь с участниками, а здесь маленькая Оксана в 75-м году. В Канске аллея славы, там фотография как раз Ефима Ароновича. Он был активный очень человек. Его приглашали всегда на все эти мероприятия. Это память о Зое Сергеевне. И я хочу подарить Любе частичка Зои Сергеевны. Протяни руки. Я передаю. Пожалуйста, храни. Так неудобно. Это очень хорошо. Нет, сейчас. А внуки, дети простят мне это. Это память о Страндена. Просто хранить. Вообще, у меня вообще так... Я вообще без слов. Долгожданное житье,
крепкий чай и сигареты, бесконечный, как шитье, полуночные беседы. И в конце концов не зря кто-то тихо произносит: время, что отдал друзьям, Бог счет жизни не заносит. Время, что отдал друзьям, Бог счет жизни не заносит. Будто замерли часы, ну а нам какое дело? Под органные басы тишина в ночи запела. Свой старинный объектив вечность скинула без спросу. Миг, в котором вдруг затих, равен мудрому вопросу. Миг, в котором вдруг затих, равен мудрому вопросу. Мой прадед Сергей Николаевич Странден, сын Николая Павловича, который отбывал свою ссылку в Якутии. В учебнике 5 класса по истории, я сейчас помню, где это было написано, была такая группа каракозовцев, которые были сосланы на каторгу, и в составе был Странден, мой прадедушка. Моя бабушка Зоя Сергеевна Странден, которая была дочерью Сергея Николаевича и Анны Карловны, моей прабабушки. У нас был творческий тандем с моей бабушкой Зоей, и мы частенько делали плакаты. И она тогда мне рассказала вот эту историю, как они вообще появились здесь, в городе маленьком Канске, откуда я родом. В 1953 году приехали на поезде с Украины с дедом Ефимом Ароновичем и с 3 уже детьми, и с мамой и с папой. Соответственно, это Сергей Николаевич и Анна Карловна. С прабабушкой, с Анной Карловной, с бабушкой Аней мы чудесно ладили. Учила меня чего-то там плести, расплетать, шить. Она мастерила игрушечки. А бабушка Зоя Сергеевна мне рассказала о том, что Сергей Николаевич руководил большим предприятием, химсодой, да, на Урале. Были альбомы от Сергея Николаевича, его такие небольшие, где он делал наброски, эскизы. Линия эта, она такая художественная, такая творческая. Спустя столько лет у меня такое острое желание чего-то творить. А моя сестра младшая, Наталья, хорошо пишет красками. В 80-м году приезжала Анна Петровна со своими детками, Айталина и Петя. Айталина была тогда 8 лет, по-моему, а я 10. Она уезжала в Дюбсю к себе на родину. Мы с ней переписывались. У меня до сих пор хранится ее фотография маленькой девочки. Вот. Когда Сергей слетал на праздник Исаак, который был вот в июне, он меня звал, честно говоря, но я не придала этому значения, потому что не была почему-то так в курсе, что за праздник там такой будет. Вот, поэтому не была готова к путешествию. А Сергей, когда вернулся, и вдруг мы тут узнали, что там очень большая ветвь. Для меня это было очень удивительным таким сюрпризом, даже можно сказать. И, честно говоря, когда я подключилась в чат WhatsApp, где я увидела, что нас 100 плюс человек, вы знаете, у меня столько силы прибавилось на вот какой-то такой вот внутренней поддержки, такой родовой силы. Я вот прям ценю до сих пор. До сих пор переживаю это вот состояние. Иметь столько много людей, которые объединены общими корнями, но это такая мощь большая. Я знаю о том, что Николай Павлович забрал с собой 3 детей. Я уж не знаю, по какой договоренности они разлучились, но у меня есть такие свои мысли по этому поводу, что жена, скорее всего, не пожелала вступать в какую-то светскую жизнь, даже если он не был допущен до столиц, но тем не менее нужно было ехать и как-то себя
держать, представлять. Да? Может быть, это было не сообразно ее мироощущению. Да? Может быть, это легче было остаться с родной землей и действительно взять вот этих деток, которые она с собой оставила, да, для поддержки себя. Вот. И, может быть, еще такая у меня есть идея, мысль о том, что Николай Павлович, уезжая, взял трех детей с собой, чтобы дать им также дорогу. Да? Это как будто такая белая дорога в какую-то другую жизнь, да, большую жизнь. И вот такое вот разделение, я понимаю, что, наверное, внутренне это такое переживалось и ощущается как разделение семьи, но на самом деле вот сейчас, прямо вот смотря вглубь веков, я думаю, что, наверное, эти шаги были оправданы, и теперь мы, да, имеем родственников практически по всей стране и даже за ее пределами. В 70-х годах приезжала Ирина Иннокентьевна, двоюродная сестра бабушки Зои Сергеевны. Вот, она приезжала из Саратова. Общались и с прабабушкой, и с бабушкой. В Минске живет еще один потомок Николая Павловича, это Волков, художник. Тогда мы всегда писали только от руки, открыточки, письма и так далее. Вот. Бабушка Зоя писала всегда, всем рассылала. Открытки, которые подписывались, вот Волкову, вот там еще кому-то, вот Розе, вот Нине, которые тоже жили в разных республиках нашего Союза. Помню, мама сказала, мы едем на юг к родственникам, Саратов. С Ириной Иннокентьевной мы сидели на лавочке. Потом на поезде мы поехали дальше в Красноярский край, город Канск. Там проживала Зоя Сергеевна Страндин. Она участница Великой Отечественной войны, была медиком. Родня тоже вся собралась, нас очень хорошо приняли. Еще в Саратове, да, очень хотела олимпийского медвежонка. Игрушка такая мягкая была, да. Когда мы возвращались, Зоя Сергеевна подарила нам этого олимпийского медвежонка. Я аж расплакалась. И этот медвежонок до сих пор со мной храню как талисман. Сегодня для потомков Николая Павловича Страндина замечательный день. Его внуку Алексею Роману Петровичу, известному Аланхасуту, народному певцу Якутии, поставили памятную плиту в честь 120-летнего юбилея, который отмечается в этом году. Это местность Давадыма, километров от 5, есть в Аласе родился Роман Петрович. В столетие Романа Петровича был поставлен памятный знак Серге. Вот Николай Павлович с 3 детьми, он где осел потом, где жил? Насколько я помню, в Пензе. Пензенский музей владеет большой информацией. Бабушка Зоя постоянно вела переписку с ними, так же, как и с Дюбсинским музеем. Приходишь к мысли, что Николай Странден прошел по дороге своего кумира. Сначала попал на каторгу в Забайкалье, потом оказался в ссылке в наших суровых морозных краях, и все для того, чтобы вызволить его. Чернышевский был человеком, перед которым Николай Странден преклонялся с малых лет. Сохранилось даже воспоминание его учителя Ильи Николаевича Ульянова, похвалившего за это своего ученика. Музей был открыт в 1970 году. Назван был в честь Ильи Николаевича Ульянова и Марии Александровны Ульяновой, девичества Бланк. Он прекрасный педагог, он очень любит детей, он мягкий, добрый человек, он с уважением относится к личности ребенка, он развивает логическое мышление, он старается свои уроки какими-то опытами снабдить. Поэтому он пользуется огромным доверием и любовью воспитанников. Образование было очень хорошим, всесторонним, но упор делался на русский язык, на словесность, на литературу. Это было старейшее учебное заведение нашего Пензенского края. Он был открыт в конце XVIII века, даже раньше, чем в Москве и в Санкт-Петербурге. Примерно такую форму носили воспитанники Пензенского дворянского института на мундире, пуговки с изображением герба Пензенской губернии. Мы видели фото, где они сидят практически как родные братья на фотографии. То есть видно, что ученики его тоже очень-очень любят. Ну вот предположительно, кто может быть? Вот мы думаем, вот этот вот крайний как-то похож носом,
Вы знаете, вот может быть не сейчас, но впоследствии вам нужно обратиться в наш архив, потому что про дворянское сословие там должна быть информация, какая земля была, где владел землей, где родился. Эти документы, фотографии, они находились в архиве музея-читальни имени Ульянова. Музей-читальни имени Ульянова, он был открыт в 1970 году. Но и откуда, кто конкретно, фамилия этого человека, который передал эти архивы, не сохранилась. Но вот эти архивы, можно предположить, что если музей открылся в 70-м году, вот они комплектовались в 70-х, 80-х годах. Музею дарю книгу Серошевского. На 171 странице он пишет про нашего деда Страндина Николая Павловича, о том, что он как в Якутии, находясь в ссылке, занимался семеноводством. Вот прямо вот здесь начинается, вот, кроме овец, кроме здесь свиней, коз, козы, вот, прямо полицильный Страндин и вот Юрасов тоже, который, вот. И вот, да. И вот этот Серошевский находился на ссылке тоже в те же годы, где когда были Юрасов, Ермолов и Страндин. Ваша бабушка потом оказалась в Украине, да, и она вышла замуж. Да, Зоя Сергеевна, она на Урале, когда ее отец Сергей Николаевич осел в качестве инженера, в 1943 году бабушка призвалась на фронт. И она уходила с реки Миас, насколько я помню, и шла всю войну в качестве санинструктора. И в роте, медицинской роте, взвода даже, был Ефим Аронович. Уже к концу войны они решили для себя, что они вместе, потому что они вместе дошли до Берлина. Виктор, самый старший у них сын, родился в 1946 году. Они были в то время на Украине. Там же родились еще двое. Да, сначала моя мама, Ольга, это средняя она была, она родилась в Чернигове, и младший Владимир Ефимович. Какое-то время они там жили, после войны все вместе. Прежде чем деду Ефиму Ароновичу вышло предложение, чтобы он возглавил санитарную службу в городе Канск, Енисейский. И вот с 1953 года здесь живет наша ветка. Страндин со Скандинавии? Страндин, швед, пропирался куда-то то ли в Турцию, то ли куда, но был остановлен на территории российского государства. Ну и ему было предложено, и он служил России, государю. В своем характере вы ощущаете, вы родом оттуда? Я очень хорошо лажу с якутской своей кровью. Все ритмы, хороводы, варганы, откликается все в душе. У меня никогда ноги и руки спокойно не стоят. Мне нужно это подхватить и танцевать вместе с этим. Свою шведскую какую-то принадлежность, ну, я тоже могу сказать, что есть. Меня туда как-то притягивает внимание мое. Мифы скандинавские. Этер тыла келгетин, әйәрите итчилен, атыр бұта олуғын, алатыр алатуйкун. Үвестери сөргүтен, үйелерінің өйлен, ұжор утум кепсеннин, уруйданан алханнын. Известно, что Странден с Ермоловым записали в свое время тексты Алонхо от исполнителей якутского народного эпоса. Старшая дочь Николая Павловича Страндена, Анисия, вышла замуж за Петра Назаровича Соловьева, родила 7 детей. Из них самого младшего, Романа, взял на воспитание зажиточный дюпсюнец Бюре Бютюкке. Впоследствии Роман Петрович Алексеев стал искусным мастером по дереву, прославился как народный певец-импровизатор, великолепно владеющий художественным словом. По мнению известного ученого, являвшегося в свое время научным сотрудником Института мировой литературы Иннокентия Пухова, Олонхо Романа Алексеева «Ала-Атыр Ала-Туйгун» – 4-й по объему народный эпос в мире. Вот отдел фольклора наш сегодняшний.
Вот, и где-то здесь был стол и Иннокентия Васильевича, да, за которым он работал. И долгое время нашим отделом руководил, да, член академии, да, Виктор Михайлович Гацак, замечательный тоже вот исследователь. Кабинет, да, здесь вот библиотека сохранилась. Очень рада, что находимся в Институте мировой литературы имени Горького, где работал известный якутский фольклорист Пухов Иннокентий Васильевич. Вот я внучка Алексеева Романа Петровича, известного Аланхасуда якутского, да, и правнук Итабаев Александр Алексеевич. Вот мы сегодня здесь находимся, очень рады. И хотим сказать, что Иннокентий Васильевич и наш дедушка Роман Петрович, они очень близко друг к другу как бы относились. И у нас дома сохранились все письма Иннокентия Васильевича. Благодаря Иннокентию Васильевичу наш дед написал третье продолжение своего Ланхо. Он первую, вторую часть он как бы подготовил, написал, потом остановился и дальше не хотел. И вот Иннокентий Васильевич, как ученый, он так и сказал, что это вы сделали огромное дело для вообще якутского народа, якутского фольклора, что такое Аланхо никто еще из аланхасутов еще не оставил, так что вам надо обязательно дописать третью часть. Иннокентий Васильевич приезжал, встречался с нашим дедом в 1976 году. Рукописи с собой забрал, и здесь прямо вот в Москве он все это изучил и установил, что Аланхо Алексеева Романа Петровича занимает 4-е место среди эпосов мира. Я вышла замуж, будучи студенткой Иньяза. Я училась в Иркутске, заканчивала Институт иностранных языков имени Хошимина. И мой муж студент также. Мы учились на одном курсе, когда у нас появился первый ребенок. Это было начало 4-го курса, а учиться надо было 5 лет. Вот 1 сентября появился Александр Александрович. Потом мы уехали на север Иркутской области, в Усть-Илимск. И там родился второй ребенок, Ефим Александрович. У меня такой род мужской. Но у старшего моего Александра Александровича, ему уже сейчас 39, у него семья, у него 2 девочки, Валерия и Ксения. Одной 10 лет, почти 11, другой 7. Судьба еще подарила 2 девчонок, ну вот уже через поколение. Чем занимается дети? Старший у меня инженер, он сейчас ездит на севера, на вахту, на Ванкоре. Вот. А младший Ефим, он у нас дружит с компьютером. Есть идея, есть мысль собраться все вместе. Какой-то портал прямо, да, может открыться для всех людей, которые могут принять участие вот в этом общем сборе, да, всех потомков этой семьи большой. Совсем маленько все слышал, что у нас есть кровь полицейных, вот, как шведы сказали. Мы проработали всю жизнь на сцене, больше 20 лет, объездили многие страны Европы. Конечно, в Швеции мы не были. Мир открылся, сейчас могли бы познакомиться со своими шведскими кровями. Мы, молодое поколение, впредь будем с гордостью и уважением относиться к своим знаменитым предкам, изучать родословную и продолжать семейные традиции. Родственники – это люди, чьи жизни крепко связаны между собой и взаимозависимы жизнью предшествующих поколений. Подобно своему деду, офицеру шведской армии, воспроизведшему многочисленное потомство во славу русского народа, Николай Странден был сослан на самую окраину и оставил якутскому народу многочисленное потомство. Знакомая дорога от восхода на закат. Говорят уже немного, а чего не говорят. Позабыв свои обиды, прежней сутолоки дня, приглашают годы гиды на экскурсию меня. А где тот я, где песнь моя, она о том,
где-то дом, там у огня сидит родня, и ждет меня. Дважды два всегда 4, хоть умножить, хоть сложить. Есть надежда в этом мире, значит будем в мире жить. А пока в душе тревога и не виден поворот, продолжается дорога от заката на восход. И будет дождь, и будет снег, и будет день, и будет век. Но знаю я, что у огня сидит родня и ждет меня. Но знаю я, что у огня сидит родня и ждет